И это действительно так. То есть, когда лепишь из глины, у нас успокаивается нервная система и замедляется сердцебиение. То есть это невероятно, но это на самом деле факт. В России почему-то немало очень используют средства реабилитации именно глинотерапии. В зарубежных клиниках людям после аварий, инсультов, инфарктов, да и просто когда человек лежачий больной, ему кладут на грудь глину разной дисперсности и заставляют его разминать. Если не может, значит должны родственники руками его мять эту глину. Вот. И это действительно хорошая реабилитация. Плюс, когда у нас идут занятия по глине, у нас в любом случае ребенок получает сразу результат. То есть, когда мы, например, вышиваем большую картину, мы не можем получить результат через полчаса, через час. А когда мы работаем с глиной, мы видим результат сразу в конце занятия. То есть, если это кружка, это действительно кружка с рыбьим хвостом. То есть, она уже логична, она уже понятна. И глина очень простой материал, она очень легка вообще в принципе. И есть занятия у нас даже для детей от 3 лет, для маленьких. И когда ребенок видит результат, особенно это важно для детей с инвалидностью, у них повышается самооценка, причем повышается очень сильно, повышается как раз вот этот уровень самореализации, реализация собственного потенциала, и они могут смело сказать: я теперь могу. Кто это сделал? Я. И даже было время, сейчас как бы уже родители у нас сами знают, что они не присутствуют на занятиях, но родители раньше хотели присутствовать, сейчас мы их стали выгонять для того, чтобы они не мешали заниматься. То есть дети, которых ранее боялись оставлять с педагогами в различных других кружках, не боятся, родители, особенно там аутистов, еще кого-то, не боятся оставлять с глиной. Потому что дети по-другому себя чувствуют, нежели чем на других занятиях с реабилитологами и так далее. То есть они более спокойные, у нас нет с ними вообще не возникает никаких проблем. И мы раньше пытались заниматься по методике с психологом, и потом выяснили, что главная методика глинотерапии для детей с инвалидностью – это отсутствие методики. Это правда. Потому что просто индивидуальный подход к детям, и когда они лепят то, что они хотят, в любом случае достигается глобальный терапевтический эффект. А когда мы говорим, что мы сегодня делаем, там, я не знаю, пластовые техники тарелку, мы говорим: я хочу вот это вот, да, я хочу из шарика сделать другой шарик. И все, и у ребенка испорчено настроение. Поэтому мы убрали просто все методики, вообще все, совсем. И оставили просто индивидуальный подход к детям. То есть у меня периодически спрашивают инклюзивные начальные мастерские в России: вышлите, пожалуйста, свои методики. Я говорю: у нас главная методика, что мы убрали методику. И еще мы убрали психолога, вернее, психолог сама отказалась с нами работать, она сказала: зачем я вам нужна, если у вас у самих нормально все получается. Не потому что мы психологи, потому что глина обладает таким эффектом. Вот, поэтому вот это развитие нужно, и некоммерческие организации, им нужно научиться сотрудничать с гончарными мастерскими, да, чтобы вот этот тандем получался. Вот, ну вот примерно, наверное, так. Спасибо.